Приветствую вас, дорогие друзья, охотники, рыбаки. Прибыл сегодня по личному приглашению моего дорогого друга Марата в Иссыкульскую область. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи из республики Бенин. Салам алейкум, жигиттер. Всем привет. От моего друга Ансельма. Самое главное, как родители нам говорили, знания, которые снимают школу. Саламатсыз ба? Қандайсыз? Где вам удобно? Здесь, либо здесь. А мы... Где вам удобно? Наверное, ближе к народу. Ближе к народу? Да. Там барьера тут не было, да? Правильно, барьера не было. Sınıftan Fatih'ler Sıkır Memleketlik Üniversitesi'nde Filoloji Fakültesi'nin dekanıyım. Bugün sizlerle gelген maksatımız bizim üniversite köpçülük çetelköylük üniversitelerinin iş alып başlayalım. Yani ошолордун ичинен бирөөсү бул Калмык мамлекеттик университети Россияга кирет билесиңер, Россия Федерациясынын курамында Элиста деген шаардык бар беле? Ошол университет биздин башкы партнерлорубуздун бири, биздин вуздун. Анан ал жакта көптөгөн азыр дүйнө жүзүндө эмне болуп атат? Дүйнө жүзүндө деген процесс глобализация дейт. Бири-бири менен ой алмашуу, пикир алмашуу, илим бар. Экологияны сактоо, жанагындай терроризм, согуштарга каршы дүйнө жүзү каршы чоң күрөшөбүздөр көп иштер боюнча чоң иш алып барабыз. Анын ичинен илим эң маанилүү тармактардын бири. Бул университет силерге келген себеби биздин Кыргызстандын студенттерине бюджеттик орундарды жатаканасын берип силерди окууга чакырып келишти. Бирок окууга жөн эле барып эмес, бүгүн олимпиада сыяктуу оңой суроолор бар экен онда. Ошолордон өтүп, анан ошону өткөн негизинде силерди ошого зачисление кылмаган мүмкүнчүлүк ачылат да. Ортодан биякта ортуну эске албайт. Анан өз каалоолор менен силерди кыйнаган эч ким жок. Катышып көргүлө, күчүңөрдү сынап көргүлө. Өз алам бекен, олимпиаданы жеңип чыга алат бекен деп. Анан ошо калган ишин баарын булар силерге өздөрү түшүндүрүп берет. Мен силерди тааныштырып коеюн. Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Ансель Кудай. Бул өзү Африка мамлекетинде Бенин, Республика Бенин, Африкада ошол жактан келген жаран, бирок ошо Калмык мамлекеттик университетинде башка чет мамлекеттик вуздар менен иштөө боюнча иш алып барат. Анан Заяна, покажите свой реакциясын. Заяна ошо чет өлкөлөрдөн студенттерди ошо Калмык мамлекеттерде окуусу боюнча иш алып барган. Бул дагы ошо кадр. Ошол экөөбүз келди, мен сөздү ушуларга берейин. Пожалуйста, слово студентам. Ну, я думаю, что после уже такого еще, тем не менее, я прежде всего хочу выразить слова благодарности руководителю этой школы, благодаря которой вот сегодня собрались. Хочу также выразить слова благодарности нашему представителю, это господин Марат,
которые на протяжении уже нескольких лет, да, с нами плотно работают, оказываются здесь. Ну и чтобы вы знали, Кыргызстан для нашего университета, для России это стратегический партнер. Лисикульский госуниверситет сегодня совместно с ним очень много проектов реализовывается. Да, это программа «Молодец дома». А конкретно приехав вот, в Лисикульскую область, в Караколь, и не посетив данное село, для нас это неприемлемо. Поэтому очень рад, что вы пришли на эту встречу. Наша задача простая, ваша задача тоже простая. Мы сегодня совместно с Россотрудничеством проводим Олимпиаду для того, чтобы дать возможность выпускникам школ получить бюджетное место в стенах нашего университета по разным профилям подготовки. Да. Соответственно, Олимпиада длится будет максимум 1,5 часа по 3 предметам. Сразу скажу, участие бесплатное. Ваше участие не значит, что вы обязаны поступить в наш вуз, а прежде всего на первом этапе просто оценить свои знания, да, по профильным предметам, по русскому языку, по физике, у кого-то там биологии и так далее и прочее. И далее, после объявления результатов, ваше решение уже совместно с родителями обсудить, хотите ли поступить к нам на бюджетной основе, или хотите остаться, или вообще выбрать другой вуз. Поэтому мы будем рады, если вы активно примете участие в этой Олимпиаде. А наше дело, будем рады видеть вас уже в сентябре этого года. Для отметки, да, хочу сказать и обратить ваше внимание, что сегодня на территории Российской Федерации правила приема поменялись. Поменялись в каком плане? Если раньше, в предыдущие года, ребята подавали документы в дистанционном формате и сдавали вступительные экзамены также по такому формату, то с нового учебного года ребята обязаны приехать в Россию и очно сдать вступительные экзамены. Но проблема какая? Представляете, что вы приехали в Россию, в наш университет конкретно, да? Но после вступительных вы не набрали определенное количество баллов, вы не поступили, вам придется, получается, уехать обратно в Киргизию. Это затратно для родителей, это тоже для вас тоже переживания и так далее. Во избежание всех этих проблем мы эту Олимпиаду сейчас проводим, чтобы вы уже представление имели, хотите ли вы поступить в наш вуз, чтобы заранее получить письма рекомендаций. То есть по итогу этой Олимпиады вы получите, все получат сертификаты об участии, и победитель получит уже письмо рекомендаций на поступление в вуз. Соответственно, вы уже знаете, что приехав в Россию с этим письмом, у вас уже гарантия стопроцентная на поступление на бюджетной основе. Поэтому призываю вас активно принять участие. Уже на сегодняшний день 358 участников с момента нашего приезда в Бишкек и по другим городам. Поэтому активно акцент мы делим конкретно на эту школу и по Кыргызстану 100 бюджетных мест мы выделяем. А конкретно для этой школы и для села мы выделяем 20 бюджетных мест. Поэтому будем рады, еще раз повторюсь, видеть вас в стенах нашего университета. Это моя коллега Заяна Саналовна, она начальник отдела по набору и привлечению иностранных обучающихся. Сама калмычка, я сам из Африки, но тем не менее, что вы поняли, да, Россия страна возможностей. Тоже когда-то в 2011 году приехал без знания русского языка, вообще ни одного слова не знал, но прошел все эти этапы, окончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, сейчас выхожу на защиту, поэтому у вас также такие же возможности есть. Добрый день, ребята. У меня к вам такая небольшая информация вообще об университете, какие факультеты имеются. Потому что сейчас, возможно, было много информации, полезной информации, но не той, наверное, которая вас многих интересует. Какие же есть факультеты, какие есть направления, что вообще, чему можно учиться в Калмыцком государственном университете? Поскольку наш вуз классический, то есть мы в названии не слышим, да, какой-то там технологический или еще медицинский какой-то, то есть у нас есть абсолютно все направления, от гуманитарного профиля до медицинского. Есть у нас гуманитарный факультет, факультет математики, физики, информационных технологий, соответственно, это
направления какие-то там IT, да, или просто математика. Программирование есть. Да, обязательно. Есть направление, есть факультет у нас медицинский, есть инженерно-технологический факультет, там, строительство, да, еще какие-то технические науки. Аграрный факультет очень важно, поскольку ваша республика, да, и ваш район тесно связан с аграрной сферой, и наша республика тоже это аграрная республика, поэтому мы не могли и не иметь, да, такой факультет в нашей базе. Еще какой факультет? Гуманитарный назвала? Экономический факультет обязательно, аграрный, да. Факультет управления права, те, кто хочет изучать юриспруденцию и международное право и так далее. То есть факультетов очень-очень много. Мы с вами сейчас, кстати, на дате мы видим ректоров университета, да, вот там, Исикульского, Жовкенского и нашего университета. Сейчас хочу показать вам QR-код и предлагаю... Предлагаю вам сейчас отсканировать всем QR-код, и как раз таки вы можете посмотреть, какие специальности есть. Давайте сейчас сразу перейдем к Олимпиаде, не будем долго задерживать вас и отвлекать вас. У всех есть интернет же, да? У кого нет, могу раздать. Тренировать нам как раз таки мы увидим список специальностей. То есть там будут представлены не все специальности, которые есть в университете, а только те, на которые предоставляются бюджетные места. То есть, как сказал мой коллега, мы пришли сюда с вами проработать вопрос именно распределения на бюджет. Что еще может быть полезного в поступлении на бюджет? Сегодня разрешается. Да, у нас Олимпиада будет полностью дистанционная и полностью через сайт. Поэтому ваш главный инструмент сегодня это только ваш мобильный телефон. Кому не видно, я телефон надо сейчас дойдем. Смотрите, мы выбираем с вами, сегодня будет проходить по 3 предметам. Сразу по 3 предметам. Почему по 3? Потому что... Сейчас. Давайте посмотрим. Почему по 3 предметам будет проходить Олимпиада? Потому что эти 3 предмета будут засчитаны вам как вступительные экзамены. То есть то, о чем говорил Ансель, вы приезжаете, у вас уже есть эти вступительные экзамены. Поэтому нужно будет выполнить обязательно 3 предмета. А вот по каким предметам все будет зависеть от того, какое направление, да, вы выбрали. Там посмотрим на Я уже отсканировал QR-код, ребят. А если у кого телефон вообще может быть письменным? Можно будет выполнять или как? У кого телефона нет, поднимите руки. У кого телефона? Нет, у нас на медицинском есть учебное отдел. Логического направления, к сожалению, нет. Поскольку у нас медицинский факультет очень молодой, есть пока только 2 специальности, 2 направления: лечебное дело и педиатрия. Информация, да, и фармация.
Есть также похожие смежные направления, где стопроцентно, я знаю, есть очень много бюджетных мест. Это биология, химия, например, эти направления. Стоматологического нет, еще раз, да? Но можно попробовать, допустим, сдать экзамены на лечебное дело. Может быть, понравится, да? Следующий вопрос, уже, наверное, просто общий ко всем. Все отсканировали, все просмотрели специальность? Да. Окей. Теперь смотрите, обратите внимание, в правом уголке есть такие 3 черточки, типа как меню. Нажимаем на него, на них, на черточки нажимаем на них и выбираем пункт «Регистрация». Да, и заполняем свои данные, там, фамилия, имя, почта. Ребята, обязательно указывайте свою актуальную, свою рабочую почту, куда вы заходите, в которой у вас есть доступ, потому что вся дальнейшая информация будет через нее. Пароль придумывайте самостоятельно, любой. Ну, чтобы его не забыть. Возвращаемся в список специальностей, выбираем свою понравившуюся и нажимаем «Добавить в избранное», чтобы я видел, какие вам экзамены назначают. Окей? Те, кто добавили направление в избранное, чуть попозже я вам подойду и буду изучать экзамены и начнем с тестирования. Окей? Теперь, ребята, смотрите еще раз, да? После регистрации заходим в личный кабинет. Когда мы заходим в личный кабинет, есть раздел «Список специальностей». Нажимаем туда и выбираем свою специальность. Далее рядом будет кнопка «Добавить в избранное». Вы нажимаете туда, чтобы администратор мог увидеть, что вы уже выбрали для себя специальность, и чтобы мы смогли вам назначить уже предметы для сдачи экзамена. Договорились? Нет, сейчас я вам... Вы нашли? Нажали, да? Все. Вы нашли свою специальность? Да, можешь запомнить, чтобы в следующий раз было удобнее заходить. Асема, да? Так, у нас с тобой Асема педагог-психолог. Ты уже регистрировалась, да? Точно, была на Что забыла? Что забыла? Нет. Ну, подожди, а там как у тебя...